Международная экологическая организация Greenpeace собрала 6 миллионов рублей для освобождения из-под стражи троих активистов – граждан России Екатерины Заспы, Дениса Синякова и Андрея Аллахвердова. Вчера Калининский районный суд Петербурга принял решение освободить под залог в 2 миллиона рублей за каждого судового врача судна Arctic Sunrise Екатерину Заспу, фотографа Дениса Синякова и главу пресс-службы Greenpeace России Андрея Аллахвердова. 19 сентября ледокол Greenpeace Arctic Sunrise был задержан российскими пограничниками в Печорском море после попытки экологов провести акцию протеста на принадлежащей «Газпрому» платформе «Приразломная». Находившиеся на его борту 30 активистов были арестованы. Катя, привет! Бегут! В пакистанской провинции Белучистан завершилась 19-дневная кампания против применения телесных наказаний в школе. Совместная акция, инициаторами которой выступили международная организация Save the Children и местные НПО, проводилась в 3 районах Белучистана. Телесные наказания детей, особенно в отдаленных сельских школах, явление довольно распространенное. В последний день кампании в школе для девочек города Кветта были организованы показ моды, конкурс по выразительному чтению, инсценировки. Еще одна новость из Пакистана. Группа молодежи района Хайбер-Пахтунхва пытается в следующем году пробиться в олимпийскую сборную страны. Для этого подростки одной из бедных и неспокойных провинций Пакистана, лишенные какой-либо поддержки со стороны правительства, каждый день тренируются в местной школе. Районы проживания племен Пакистана являются убежищем для вооруженных боевиков, орудующих на границе с Афганистаном. В Киеве прошла репетиция новой оперы «Голодомор» американского композитора украинского происхождения Вирко Бейлей. Солисты – американские исполнители. Опера написана на английском языке. Автор либретто – нью-йоркский писатель Богдан Байчук. Премьера оперы состоится 21 ноября в Киеве. На этой неделе Украина отмечает 80-ю годовщину Голодомора, который унес жизни миллионов людей. Матч сборных Кыргызстана и Азербайджана по футболу закончился в ничью 0-0. Посмотреть игру на центральный стадион Бишкека пришли около 15 тысяч человек. Были среди них и азербайджанские болельщики. Последний раз команды встречались в 2007 году. Тогда сборная Кыргызстана проиграла со счетом 0-1. Напомним, что месяц назад азербайджанские футболисты сыграли в ничью на своем поле со сборной России и выбыли из борьбы за путевку на чемпионат мира в Бразилии, который пройдет следующим летом. Эти и другие новости читайте на сайте rus.azattyk.kg. К вашим услугам также наша страничка в Фейсбуке и Твиттере. Видео смотрите на YouTube через канал Азаттык Медиа.